Добрый день. Добрый день, уважаемые гости, болельщики, участники торжественной церемонии открытия второго сезона БХЛ Республики Башкортостан. Позвольте представить гостей церемонии открытия. Заместитель министра спорта Республики Башкортостан Эльза Карамурзина. Президент Башкирской хоккейной лиги, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Денис Назаров. Вице-президент лиги, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Антон Ватронин. Мы рады приветствовать всех вас сегодня в универсальной спортивной арене Уфа-Арена
Команда МЧС России, Главное управление по Республике Башкортостан. Команда УФНС России по Республике Башкортостан. А чемпионами первого сезона стала команда депутатов Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, хоккейная команда «Уралец». Первый сезон дал старт новой эпохи любительского хоккея в Республике Башкортостан. Давайте вспомним, как это было. Ну а сейчас слово для приветствия предоставляется заместителю министра спорта Республики Башкортостан Эльзе Рамозиной. Добрый день, уважаемый Денис Андреевич, дорогие гости, уважаемые зрители и, конечно же, участники. В первую очередь примите самые добрые слова приветствия и поздравления с открытием второго сезона Башкирской хоккейной лиги от имени министра спорта Республики Башкортостан Руслана Тайгировича Хабибова, от всей нашей спортивной общественности и, конечно же, коллектива Министерства спорта. Башкирская хоккейная лига с уверенностью выполнила свои поставленные задачи. В первую очередь она завоевала популярность. На сегодняшний день в лиге больше участников и, конечно же, она вносит огромный вклад в развитие массового любительского спорта в нашей республике. Желаю Башкирской хоккейной лиге успехов, удачи, командам побед, а зрителям приятных, хороших эмоций. Спасибо. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется президенту Башкирской хоккейной лиги Денису Назарову. Добрый день, уважаемые команды, болельщики. Рада приветствовать всех на открытии второго сезона Башкирской хоккейной лиги. Хочу сказать, что мы вместе с вами формируем и создаем новый уровень любительского хоккея у нас в республике. За что хочу каждому из вас сказать большое спасибо. Так как сегодня сезон только начинается, и мы специально сделали новый переходящий кубок, который сегодня и демонстрируем вам, для того, чтобы будущие победители второго сезона знали, что выиграют будущие чемпионы в конце этого сезона. А также хотел сказать, что мы приготовили небольшие сувениры всем командам, всем игрокам, для того, чтобы дополнительно напомнить, что мы одна большая команда единомышленников, которые любят хоккей. Поэтому я еще раз всех поздравляю с новым сезоном. Желаю побольше заброшенных шайб, драйва и отличного настроения. Спасибо. Слово предоставляется вице-президенту лиги Антону Матрунину. Добрый день. Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня
здесь есть, в первую очередь, ребята, которые больше в жизни работают, но находят время на то, чтобы прийти на тренировку и выйти на лед, сравнить свои силы, свои возможности, забить гол, победить. Большое вам за это спасибо. Большое спасибо, конечно, нашим болельщикам. Я вижу, сегодня моя мама пришла. Привет, мама. Вижу, что не только моя мама пришла, что другие друзья пришли. Вот. Спасибо вам большое за это, что нас поддерживаете. Это очень важно. Думаю, у нас будет еще больше и больше. Спасибо моему коллеге Денису Андреевичу Назарову. Это огромная работа, которую проделала его команда, наша совместная команда. Каждый день, с утра до вечера, подготовка. Это большое тебе спасибо. Я хотел еще добавить, что в этом году в прошлом году у нас участвовали только мужчины. Хотя говорят, что хоккей это для настоящих мужчин, но сегодня в лиге в этом году у нас могут играть девушки. И за команду «Уралец» я хотел представить двух наших хоккеисток. Это Аделина Загидулина. Она является заслуженным мастером спорта и олимпийским чемпионом по фехтованию. И Юлия Краснова, она также является результатом, является актрисой, работает на телевидении, и очень активная девочка. Спасибо тебе, Юлия. Я думаю, что, наверное, команда пересмотрит и пригласят тоже девочек играть и поддержать вашу команду. Вот. Всем большое спасибо. Покажем вам хорошую игру. Спасибо. Спасибо. Да, сейчас смотрим на экран. Дорогие друзья, настало время представить команды, заявившие участие в борьбе за титул чемпиона во втором сезоне Башкирской хоккейной лиги. Команда Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан «Уралец». Команда ООО «Башкирская генерирующая компания» КК. Команда акционерного общества АО «Транснефть Урал». Команда акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» АО «Вест». Команда управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан УФСИН России. Команда ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» ООО «Баш-РТС». Конечно же, второй сезон ВХЛ проходит в Уфе при поддержке наших партнеров. Титульный партнер – группа компаний «Аструм». Группа компаний специализируется на комплексном развитии управления коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры. Официальные партнеры – группа строительных компаний «Дон» ООО «Дон Аэропроектстрой» и строительная компания ООО «Алсема Групп». Наши информационные партнеры – телеканал РБК Уфа, региональная платформа первого и единственного федерального бизнес-канала РБК. И медиагруппа «Виртуоз», один из крупнейших медиахолдингов в Уфе и Республике Башкортостан. Уважаемые дорогие гости, спортсмены, приглашенные, сейчас небольшой сюрприз от организаторов.
Символическое вбрасывание народных Александра Карагозина и Денис Назаров. Итак, мы начинаем. Спасибо огромное. Денису Карагозину, Денису Назарову. Желаем удачи абсолютно всем командам, принимающим участие во втором сезоне Башкирской хоккейной лиги. И пусть победит сильнейший. Дорогие уважаемые гости, все готовятся к матчу между командами «Уралец» и ВКК.
Раз, два, три, четыре, пять.
Здравствуйте, уважаемые зрители, болельщики. Рад вас приветствовать. Стартует второй сезон башкирской хоккейной лиги. Давайте обо всем по порядку, знакомиться с вами, знакомиться с действующими лицами. Ну и, конечно же, расскажем немного о лиге. Стартовала первая игра нового сезона. На льду для вас в прямом эфире играет команда «Уралец». Они по левую руку от нас территориально расположены. Играют в форме зеленой. Новый обновленный логотип у этой команды. Тоже есть о чем поговорить будет по ходу матча. Ну и, конечно, их соперники. Сегодня на льду хоккейный клуб БГК. Хоккейный клуб БГК. Это у нас башкирская генерирующая компания. Хоккейный клуб БГК, башкирская генерирующая компания. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Есть первое взятие ворот. Войдет в историю эта шайба. У нас хоккейный клуб «Уралец» забрасывает первую.
Большие технические настройки, уважаемые друзья, болельщики, еще раз продолжаем. Вроде как все в порядке. Хоккейный клуб «Уралец» забрасывает первую шайбу. Войдет она как в историю как первая во втором сезоне. И сейчас в атаке пытается проявить себя хоккейный клуб БГК. Мы уже поговорили, это башкирская генерирующая компания. Ну давайте потихоньку обо всем знакомиться с лигой. Первое взятие ворот у нас есть. Едем дальше. Номер 78 Дмитрий Владимирович Максимов, защитник команды ФК «Уралец», оформляет первое взятие ворот, но сейчас БГК пытаются, расставляются в зоне соперника и, наверное, как-то отчасти хотят, в кавычках, захотят, в кавычках, отомстить за эту пропущенную шайбу. Единая хоккейная лига, дорогие друзья, была создана по инициативе депутатов Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Дениса Назарова и Антона Матрёнина. Президентом избран депутат Госсобрания Антон Матрёнин и вице-президентом депутат Госсобрания Денис Назаров. Организаторами лиги, кроме Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан, также выступают Министерство спорта Республики Башкортостан, Альянс молодежных инициатив и ОНО хоккейный клуб Уфа. Блестящий ракурс нам показывают из-за ворот. Здесь мы видим голкипера команды «Уралец». Это Алмаз Азатович Хасанов. Крупным планом сейчас был на ваших экранах. Есть! Ответная шайба побывала в воротах ХК «Уралец». И здесь у нас счет становится 1-1 уже. Нагнетается потихонечку интрига этой встречи. Повтор момента на ваших экранах. Смотрим. Наброс на ворота от синей линии. Но здесь, конечно же, караулил уже в хорошей позиции игрок команды БГК. Денис Нагимович Хисамудинов, автор заброшенной шайбы, согласно заявочного листа. Да, 39 человек заявлено в заявку БГК. Надеюсь, ну, как я вижу, в скамейке не все здесь, конечно, присутствуют. Вот, поэтому есть сомнения определенные, вместит ли у нас Уфа-арена именно скамейка запасных. Да, 39 человек. Здесь вопрос, конечно, слегка подвешен в воздухе. Но очень здорово, на самом деле, что много участников принимает участие в заявочный лист. То есть мы объективно, конечно, понимаем, что, возможно, в разное время кто-то из участников этой команды не сможет принять участие. Поэтому всегда есть такой некий определенный запас сил, да, небольшая где-то ротация. Кто-то может, кто-то не может принять участие. Но в целом 2-3 пятерки у этой команды стабильно будут набираться. Поэтому есть также этому объяснение. Михаил с Республики Башкортостан. Это у нас в прошлом году так называлась лига, единая хоккейная лига. В этом же году произошел у нас ребрендинг, и фактически из ИХЛ мы перекочевали в БХЛ, Башкирскую хоккейную лигу. Так вот, а сама по себе предшественница ИХЛ стала первой любительской лигой из регионов России, в которой принимают участие команды органов власти, общественных организаций и крупнейших предприятий республики. А также создана депутатская команда Госсобрания Республики Башкортостан. Регламент встречи у нас период один равняется 17 минутам. Время, в отличие от хоккея, допустим, КХЛ, здесь идет грязно, то есть фактически без остановок, в момент вбрасывания и еще прочие остановки. Таймер не останавливается, мы играем 3 периода по 17 минут. А Уралец в атаке, шайба за воротами, можно что-то предпринять в этой позиции. Находился опасно на пятаке у нас команда ФК «Уралец».
вдоль бортика. Передача не смог партнер здесь принять, убил их. Шайба прокатывается дальше и уже перехватывает ее игроки ФК «Уралец». Первый период практически мы приближаемся к экватору. Половину периода отыграли. Шайба качует у нас из одной зоны в другую. Пока борьбы активной в средней зоне нет. Вот как классно скидочка прошла с правого фланга. Закатываются игроки из команды «Уралец». Второй номер Евгений Ахмадулин. Это был бросок с левого полубортика. Исполнение БГК. Пока ничего опасного здесь не происходит. Уралец в атаке, обыгрывает одного соперника и точным броском поражает ворота Максима. Вторая шайба побывала в воротах башкирской генерирующей компании. Дмитрий Владимирович Максимов и автор номер 78. Абиров откатывается назад. Передача на партнера. Здесь уже по диагонали на центр. Вербин. Астафьев. Бросок с правого полубортика. Отражает голкипер команды БГК. Сергей Кикин. Вратарь башкирской генерирующей компании. Что здесь у нас? Есть еще одна ответная шайба. 2-2, дорогие друзья. Смотрим на повторе, разбираемся вместе с вами. Сейчас будет у нас еще повтор из-за ворот. С этого ракурса интересно посмотреть. Да. Сергей Вербин, автор заброшенной шайбы. 2-2. Интрига становится все выше и выше. Шайба в средней зоне. Вербин. На партнера не получается. Здесь уже у нас в атаке вовсю. Расставляется команда «Уралец». Четвером они действуют. Один защитник почему-то в средней зоне у нас находится, но тоже активно подключается к атаке возле правого бортика. Шайба, передача на Долбань. Долбань не получается бросить. Буквально с крюка снимает сейчас у него игровой снаряд. БГК. И есть контратака. За воротами. Голкипера команды БГК. Пробилась шайба. В хорошем отрезке. Перепасовка. И Сергей Кикин на месте. 5 минут остается играть в первом периоде. Счет в этой встрече 2-2. Вбрасывание в зоне бел. Ахмадулин откатывается назад, поближе к своей зоне. Передача на центр. Еще подключается партнер. У Уральца может быть что-то опасное. Максимов сегодня он уже забрасывал. Поэтому все время повторить еще раз. Почему бы и нет. Ой-ой-ой, здесь да, не смог принять. Позиция была хорошая. На синей линии можно было зарядить, конечно, Иванову поближе к створу ворот, но принять, обработать игровой снаряд не получилось.
первое историческое удаление. Историческое, потому что первая игра второго сезона. И четвером остается уральцы. Это дает возможность сейчас команде БДК разыграть лишнего игрока. Действуют они впятером против четверых своих оппонентов. Передача перед воротами опасно находился там игрок БДК на правый фланг. Правда, на закругление. Снова обратный пас. Каров. Ну так по-футбольному уже, да, навешивал как будто. Поближе к воротам. По низу не проходит. Так, Сакаев берет на себя и остановка. Хотелось бы также сказать вам, уважаемые болельщики, период проведения первого сезона. Это первый сезон у нас, да. Играем мы на Уфа-арене. В данный момент этот матч проходит на большом льду, а последующие игры будут проходить на арене Малой. Но хотя в прошлом году также заключительная игра, заключительный матч в этой лиге, он все-таки также проходил на арене Большой. Поэтому в теории, наверное, если среди сезона мы будем любоваться нашими командами на арене Малой, то сегодня это удивительная возможность, можно посмотреть во всей красе этот матч на большой арене. Ну, заключительный, наверное, также с награждением мы увидим. Во втором сезоне обновился состав команд-участниц. Вот здесь будут сражаться за звание лучших хоккейных клубов «Уралец». Сейчас они на ваших экранах. Команда УФСИН России по РБ. Также принимает участие акционерное общество Татнефть Урал. Выход 2 в 1. Есть третья шайба в воротах Кикина. Вот это да. Максимов в очередной раз. Смотрим на повторе. Ага, еще развернулся здесь игрок уральца. Да, пытался, возможно, придержать там защитника, который чуть с опозданием находился. Ракурс из-за ворот блестящий нам показывает Кикин. Да, не смог уже здесь ничем помочь своей команде. 3-2, уралец ведет, вырывается вперед эта команда. Также, если мы помним, что первую шайбу у нас забросил уралец. То есть они что-то повели, пока башкирская генерирующая компания вроде догоняющих у нас находится. Сейчас в очередном моменте уралец вырывается вперед. Бросок, Кикин на месте, подбирает под себя и накрывает ловушкой игровой снаряд. Так вот, за звание лучших сражается хоккейные команды, мы назвали уральцы, УФСИН, АО Транснефть Урал. Сейчас также на ваших экранах играет команда хоккейного клуба Башкирской генерирующей компании, АО БЭСК и ООО Баш РТС. Есть небольшие комментарии тоже у нас здесь. И Дениса Назарова, и Антона Макрынина. Поговорим обо всем на торжественном открытии тоже. Демонстрировали нам. Продемонстрировали все команды и также были вступительные слова. Небольшой перерыв, 17 минут у нас истекло, 5 минут буквально отдохнем и вернемся.
Второй период стартовал на льду. Команда нравится ФК БГК. Проводит свою встречу. Счет на табло 3-2. Тут же быстрая атака от БГК. Есть распасовка с левого фланга. Проводился бросок. За ворота. Шайба в средней зоне. Здесь опасно. Матрёнин. Отобрать. Бралось на этого оппонента. Так, Вербин. Кто будет первым на подборе? Вербин. Прилично. Отдал Межуланова. Далее вдоль бортика. БГК в зоне уральца. Бросок на месте. Голкипер. Алмаз Хасанов. По первому сезону также хотелось бы отметить, чтобы как-то с ним уже, наверное, распрощаться. В прошедшем времени, конечно, мы его никогда не забудем, но, тем не менее, переходим в новый сезон. У нас ждет много интересных игр, новые команды. Также хотелось бы посмотреть, как они продемонстрируют себя по ходу. Бросок с разворота. Здорово. «21 игра была проведена в рамках первого сезона. И вот даже есть небольшая статистика. 112 шайб заброшено в регулярном чемпионате и более 70 шайб, из которых пришлось на плей-офф. Уралец оформляет еще одно взятие ворот. Счет в этой встрече становится 4-2. Наблюдаем за действиями Кикина. Да, где-то в ближнем углу здесь. Просочилась все-таки шайба. Итак, 21 игра, 112 шайб в регулярном чемпионате, более 70 забросили в плей-офф. Итого, получается, у нас 182 шайбы по ходу сезона в рамках Башкирской хоккейной лиги было забито. Ахмадин Нуров, автор этого ворота. В этот раз, ой, как далеко вышел здесь голкипер уральца. Оправданы ли были эти действия? В обнимку уже по-всякому. Вот это да. Такой фиксации я еще не видел ни разу. Алмаз Хасанов. Пришлось ему сверху буквально накрыть своим телом, в том числе и защитника уральца, который корпусом накрыл шайбу, чтобы она дальше куда-то не пробралась там в район синей линии. БГК. Наброс на ворота. Здорово. Будет ли добивание? Да, дорогие друзья, хотелось бы сказать, если кто-то смотрит трансляцию, то вот есть очень классная страничка ВКонтакте Башкирской хоккейной лиги. Если вдруг кто-то не подписан по каким-то причинам, обязательно заходите. Очень много информации здесь написано. Классные фотографии. Я думаю, в дальнейшем они будут с открытия. Открытие, конечно, рекомендую в следующий раз воочию присутствовать на арене и наблюдать таким образом. Но если вот кто-то по каким-то причинам не может приехать, то позаботилась лига о том, чтобы и были онлайн-трансляции
чтобы также люди могли наблюдать за тем, как проходят матчи башкирской хоккейной лиги. Сегодня у нас пройдет еще 2 игры, помимо этой сыграет 18-15 на малой арене Транснефть Урал против акционерного общества БЭСК. Также 19:45 запланирована игра УФСИН против Баш РТС. Наблюдая за командой «Уралец» и по ходу прошлого сезона, вот, так скажем, говорили мы, да, про тоже небольшой ребрендинг команды, потому что в этом году обновился у них логотип. Можете сами наблюдать этот момент такой в виде буквы «У», наверное, которая носит и в том числе не только как букву «У», аббревиатуру названия команды, да, «Уралец», но вот здесь, оказывается, спрятано еще и команда припрятала несколько символов. Это буква «У». Далее можно разглядеть у них, что рядом как бы дублируется эта буква. С правого фланга заходит 41 номер. Номер 41 зашел справа и бросок. Полноценный производство. Так вот, буква «У». Вторая дублирующаяся буква «У». Это в виде клюшки сделана. Такой умысел. И вот навершие еще один бросок. Евгельдин. Добивание! Да! От штанги сейчас переходит направо. Второй темп атаки у БГК продолжается. Нет, потерял. Вот. И сверху, да, что-то такое в виде вазочки. Ну, как подсказывает нам, что это мед. Такой вот буква «У», «Уралец» сначала, клюшка. И еще какие-то медовые дела там притаились в логотипе команды «Уралец» в новом обновленном. Ну, богатая фантазия дизайнеров. И мы так тоже потихонечку включаемся к этому. Также хотелось бы отметить, что в этом году Башкирская хоккейная лига позаботилась и о младших зрителях, да, наверное, больше о детях. Здесь речь идет потому, как сделали они сувенирную продукцию с логотипами. И вот даже подходили ребятишки, говорили, что раздают там наклейки, раскраски фирменные. И помимо этого еще обещают, что в интернет-магазине у нас будет продажа сувенирной продукции. Это футболки, толстовки, чехлы на телефон и так далее с логотипами БХЛ. Очень интересно, хороший подход. Здесь и все поклонники, фанаты смогут как-то лично приобрести, да, символику клуба. Ну, а почему бы и нет? Я вот чехольчик на телефон себе взял, БХЛ. Интересно, оригинально. Вот футболочки бы тоже не отказался, слово говоря. Все трансляции матчей будут проходить на YouTube-канале Башкирской хоккейной лиги. И потихонечку будет там копиться история. Можно будет отследить все матчи. В прошлом году также были трансляции. Я думаю, наверное, возможно, перенесут их как-то организаторы. Поклонникам, фанатам лиги, команды на долгие года останется память. Можно будет в любой момент посмотреть за какой-либо прошедшей игрой, либо в прямом эфире за действующей. Матрионе, пас на Матрионина был. По центру двигался тот, и до полноценного броска, конечно, дело у нас пока не дошло. Как-то обратите внимание, ну, все-таки БГК поддавливает своего соперника, больше времени они проводят в атаке, и более активные их действия во втором периоде. Не знаю пока, с чем это связано, не могу вам сказать. Не хотелось бы думать, что как-то команда «Уралец» немножко там, может быть, силы на исходе недавних или что, да, вот, так не скажешь. Но, тем не менее, мы видим, что все-таки БГК как-то поактивнее у нас выглядит.
Либо второй вариант, что у нас уралец фактически создали себе такое комфортное преимущество. В две шайбы. Ой, досадное падение. Хабирова, Матрёнин перехватывает. Можно забивать, но нет. Браво голкиперу команды БГК. Сергей Кикин выручает свою команду и не позволяет увеличить отрыв в счете. Титульные партнеры лиги. Выступает здесь группа компаний Аструм. Официальные партнеры: строительная компания Алсема Групп и ООО Дон Аэро Проект Строй. Информационные партнеры: БХЛ, телеканал РБК Уфа и медиагруппа Виртуоз. Максимов. Да, Максимова мы сегодня видели на острие. Классную скидку здесь сделал. На Юлгильдина Агляма. Тут, недолго думая, сразу свою пушку разрядил. Но Кикин на месте справляется с этим броском. Длинная передача по диагонали. Планировалось опять же на Агляма. Не получилось дотянуться. Бросок БГК на месте. Кипер и уральцы. И тут же контратака. Наблюдаем. 2 в 1 практически выходили здесь игроки команды уралец. Но ничего не получилось в предыдущем моменте. Каров от борта планировал на партнера, что будет от передачи. Но нет. Перехватывает уралец. Сближается с воротами игрок. Бросок не самый сильный, конечно, был. Не самый точный. Но, тем не менее, слегка побеспокоили. Покой Сергея Кикина. Четыре с половиной минуты остается играть во втором периоде. И команда уралец пока у нас впереди. БГК. Наброс на ворота. Не точно. Перехватывает зеленый. Уралец у нас фактически сегодня номинальные хозяева. БГК это гости, судя по расположению, да, команд. И поэтому где-то, если, уважаемые болельщики, буду говорить гости или хозяева, также имейте в виду, пожалуйста. Хозяева уральцы. Ой, как здесь из-за ворот опасно. Добивание было, но нет, не переклонен. Голкипер уральца Рустем Ахунов. Хороший сейф нам показывает. Так, после вбрасывания опять у нас сразу БГК устремились к воротам хозяев. Но в очередное вбрасывание как раз таки можно вернуться к вопросу, потому что говорили, что несмотря на счет на табло, пока второй период БГК показывает себя более активным. Да, уралец, безусловно, ведет по счету, но долго ли будет это продолжаться? Здесь какую красоту нам демонстрируют игроки. Дальний бросок и рикошетом уже от голкипера. От Алмаза Хасанова все-таки залетает шайба в ворота. Давайте смотреть на повторе вместе с вами. Хасанов. Видим после вбрасывания, ну, буквально на второй передаче уже, да.
Заходит шайба. Счет становится 4-3, уже в одна шайба. Отставание небольшое, поэтому если БГК вот, ну, примерно такой же темп будут держать, да, как они нам демонстрировали до этого, то тут недолго осталось этим хоккеистам, чтобы догнать своего соперника. Вот подсказывает мне информацию, что подписано соглашение о сотрудничестве с Государственным собранием Курултайм Республики Башкортостан, Министерством спорта и Башкирской хоккейной лиги. «50 секунд остается до окончания второго периода. Уралец в средней зоне. Евгельдин, Агля, можно разыграть с партнером. Передача поперечная тут же. Еще одна следует за ним. Не проходит. К сожалению, сейчас обратный пас на Агля Евгельдина. Максимов. Сегодня отличался он уже взятием ворот. Поэтому теория почему бы и еще раз это не сделать. Евгельдин, бросок из-под защитника. Голкипер БГК Дмитриенко. Три секунды, последняя атака, но Сакаев нужно бросать. Есть бросок тут же под сирену. Немножечко прервемся. Возвращаемся в эфир через 5 минут. Стартовал третий период. Да, здесь вижу, переключает табло. Немножко я... Ой-ой-ой, первая шайба у нас. Есть возможность у ребятишек оставить ее, наверное, себе на память, если так можно в рамках лиги. Просит отдать обратно, конечно. Фирменную шайбу БКЛ. Заключительный отрезок исторического матча. Второй сезон, начало сезона, первая игра. Хоккейный клуб «Уралец» опережает на одну шайбу своего соперника из башкирской генерирующей компании. Есть комментарии у нас Дениса Назарова и Антона Матрёнина. Вот, вообще в целом о лиге, о прошедшем сезоне. В частности, Денис Назаров говорил, что
Мы оцениваем первый сезон очень хорошо. Уверен, что в следующем сезоне в лиге будет гораздо больше команд. И сезон будет гораздо масштабнее, насыщеннее и ярче. В этом не сомневаемся, сказал Денис Назаров. Также подчеркнул он, что мы первый раз проводим хоккейные соревнования такого формата и уже знаем все тонкости и учтем их при организации следующего сезона. У нас уже есть предварительные заявки на следующий сезон. Ожидаем, что в нем будет представлено не менее 10 команд. Ну да, это до начала сезона. Вот, давал свои комментарии Денис Назаров по поводу прошедшего сезона и в целом. Так, будет и нет, выход у нас 1 на 1. Да, есть. Хисамудинов, бросок, но нет, вытаскивает эту шайбу голкипер команды «Уралец». Алмаз Касанов. Браво. Также вот Антон Матрёнин говорил, что в лиге играют госслужащие, сотрудники крупных предприятий. Это позволяет популяризировать спорт, показать детям свой личный пример, что играть можно в любом возрасте. Любительский хоккей очень хорошо развивается в республике. Нужно создавать инфраструктуру, чтобы усилить это направление. И благодаря главе региона Радию Фаридовичу Хабирову, говорит Антон Матрёнин, мы можем сегодня пользоваться хорошим льдом и тренироваться. Прекрасно. Да, немножко темп игры у нас в целом подсбавился, но все равно присутствует. Периодически острые атаки от команд. Поосторожнее стали действовать хоккеисты. Даже в горизонтальном положении игроки Уральца готовы продолжать борьбу. Лишь бы оставить подольше снаряд в зоне соперника. Габидуллин. 3-2. Выход. Наблюдаем. Ах, не проходит. Классная партнера Габидуллина. Но по-прежнему в зоне Уральца пытается рассредоточиться в белой форме. Ответные действия Уральца. 1 против 3. Обходит одного, второго. Но вот на третьем игрок Уральца не смог. Скидка на Матрёнина. Тут же замах. Но сорвалась шайба. Скрипка у Антона Матрёнина. Ох, мастерски, да? Так, мастерски сейчас. Ловким движением. Алмаз Азатович Хасанов нивелирует эту атаку. Фиксирует. Шайбу в ловушку. 12 минут остается играть в третьем периоде. Напомню, что счет по-прежнему 4-3. Наброс на ворота не проходит у Уральца. БГК, добивание, еще бросок и удаление. Очередное. Второе удаление у нас это будет по ходу этой встречи. Матрёнин.
Остается БГК вчетвером. Здесь, несмотря на то, что нужно команде на полных парах включаться вперед и отыгрывать одну шайбу, но в данной ситуации ближайшие 2 минуты, или, наверное, по регламенту минуты у нас мы будем наблюдать. Так, что здесь? Опять удаление? Да, все верно. Удаление на этот раз уже в составе уральцев 4 на 4. Поиграем порядка 30 секунд. Ну и потом вот те самые остаток времени будет у команды БГК, чтобы поиграть в формате 5 на 4 против уральца. 10 минут до окончания матча. Небольшая пауза у нас. Смотрят арбитры на табло. Что здесь? 10:06, застыло время. Поехала дальше. И, конечно же, по первому сезону также хотелось бы отметить все-таки, кто же у нас занял какие места. Но после броска Иванова давайте это сделаем. Не точно, к сожалению, ствол ворот шайба не попадает. Так вот, награды были вручены по итогам сезона, конечно, лучшим нападающим, снайперу и вратарям, защитникам. В целом, лучшим командам чемпионата. Золотыми медалями награждена была хоккейный клуб «Уралец». Она одержала победу по ходу первого сезона. Бронзу взяли клуб МЧС. И также золотыми медалями награжден, серебряными, наверное, да? Предполагаю, а так хоккейный клуб ФНС РБ. Что здесь? Хабиров в горизонтальном положении. Почему? БГК играет в полном составе, а пока вот представители уральцев вчетвером остаются. Не мешает это им для того, чтобы проводить атакующие действия. Габидулин. Сейчас ответная реакция от БГК. Горбин. Каров. Дальний бросок. Получается блокированный. Максимов препятствовал полету шайбы. Да, выходит с пятой группы уральца и уже продолжаем играть в формате 5 на 5. БГК. Бросок Гани не точно. Сдвинутые ворота мы с вами наблюдаем. И Алмаз Азатович Хасанов подсказал здесь арбитру. Ну и в принципе тот линейный судья наблюдал все воочию. Поставленные ворота на центр. Можем продолжать дальше. Кикин допускает ошибку, пытался отдать шайбу на партнера, но вот здесь Калач не смог
Ну, да не дотянулся, вступил в борьбу с игроком Уральца, с ворота, дальний бросок. И фиксирует. Сакаев выходит 1 на 1 с Хасановым. И есть взятие ворот. 4-4. Дорогие друзья, опять в очередной раз сравнивает счет команда БГК. Алмаз Хасанов не справляется с этим броском. И браво! БГК за 6 минут до окончания третьего периода отыгрываются они. Счет становится равный. Буквально начинаем мы с вами все с чистого листа. Единственное, что позади у нас довольно-таки много прошедшего времени. Классная графика. Вот наблюдать сейчас за монитором на большой арене. Опять же, плюсик в сторону Башкирской хоккейной лиги, что относятся они серьезно, ответственно подходят к проведению матчей. И такие моменты, как графика, опять же говорили, что для детей есть сувенирная продукция, для взрослых маечки, футболочки. Ну, классно, здорово на самом деле, все это очень радует глаз. Я уверен, болельщики оценят. БГК в зоне уральцев и Самудинов, наброс на ворота. Два партнера сразу находились там, но развить как-то атаку дальше не получилось. Вергин за воротами подхватывает вдоль бортика на партнера. Тут же опять дальний наброс, но скорость полета шайбы была неплохая, но вот траектория слегка подвела, потому как мимо створа ворот прокатился игровой снаряд. Так, уралец уже в зоне БГК. Эти хоккеистов опасно оставлять неприкрытыми могут. В любой момент они потревожат Сергея Кикина. Джиганенко заходит с правого фланга. Бросок в ближний угол. На месте Кикин отражает. И ответные действия генерирующей компании. Ахмадулин. Вот что из уральца. Перехватывает шайбу вдоль бортика на Джиганенко. И тот сейчас что-то из амуниции у Джиганенко. Какая-то ленточка, уже подвеска немного болтается. И так первые ассоциации какие-то, как есть же башкирские шапки национальные, да? Такие с хвостом, с листьями, длинные, большие, красивые. Вот так же Джиганенко примерно в том же стиле сейчас. Ай-яй-яй. Штанга. По такому же принципу примерно Джиганенко форсирует ворота башкирской генерирующей компании. Здесь Антон Матрёнин. Замыкал уже эту передачу, но пока не получается. Обыграть Сергея Кикина. Несмотря на 4 пропущенные шайбы, очень классно работает этот голкипер. В последнее время довольно-таки много опасных атак уральцев. Он отводил угрозу от своих ворот. Каров отбрасывает шайбу поближе в зоне уральца. Тут
Перехватывает последний. Кикин от щитка. ВЗК. Право. Поперечная передача не проходит. Перехватывает Уралец. Что придумает здесь? Каров. Верга. Бросок из-под дур защитников сразу. И Хасанов надежно накрывает своей амуницией шайбу после того, как она рикошетит от его амуниции. Да, по регламенту напомню, уважаемые болельщики, что при равном счете последние 2 минуты третьего периода время идет чисто, и во время перерывов оно останавливается. Итого минута 30 чистого времени остается у нас играть. Голбань. Кузаненко. Матрёнин, можно бросать. И делает он это как... Ой, Кикин. Не позавидуешь, конечно. Мощный. Легкий бросок Антона Матрёнина. Но справляется. Голкипер БГК. Минута 0,5 до окончания третьего периода. Счет по-прежнему равный. И давайте будем честны, уважаемые болельщики, что сейчас заброшенная шайба может быть решающей в этом матче. Тайм-аут. Берут команду Уралец. Похоже, есть что обсудить. Команда Уралец берет на 30-секундный перерыв. Да, по регламенту 30 секунд у нас перерыв. Остается совсем немножко времени. Ну что ж, дорожат победой обе команды. Вот у нас сейчас в данном случае Уралец. Взяли тайм-аут, да. И, по идее, давайте вместе так предположим. Если бы победа была не особо важна для уральцев, то мы играли бы дальше, могли протянуть время. Но нет, это не та команда. Планируют свои действия отчетливо игроки ФК Уралец. Поэтому давайте посмотрим сейчас, что же они задумали такого интересного. Да, у нас есть первая стычка здесь, и очень интересно посмотреть. Есть замес. Первый замес в первой игре нового сезона. Сцепились два игрока. Судьи здесь также подъезжают. И главное, знаете, в таком моменте, чтобы не переросло это из, так скажем, местечковых разборчиков 1 на 1 командные ледовые побоище. Вот это самое главное, на мой взгляд. Удаление будет у нас. Ну что ж, несмотря на то, что лед холодный, игра-то у нас горячая. И ребята также горячие. Обоюдный штраф. Дальний бросок Матрёнина. Кикер на месте. 40 секунд. Евгельдин с Матрёниным могут разыграть на двоих.
команде БГК. 20 секунд на табло до окончания этой встречи. Хисамудинов. Евгильдин. Матрёнин. Нет, не дотягивается. Антон до шайбы. Здесь у нас Хисамудинов по левому флангу прокатывается. Передача на центр. Можно забивать. Но нет, браво, Хасанов. Держал под контролем он эту ситуацию. И, уважаемые болельщики, у нас завершилось основное игровое время. Встречи. Счет 4-4. И давайте посмотрим, как у нас дальше будут развиваться события. Дело в том, что по регламенту либо дополнительный период, либо булиты. Да, в случае ничейного счета назначаются у нас штрафные броски. И первыми здесь будет пробивать их команда «Уралец». Кикин на месте. Поехали. Не получается обыграть Кикина. Евгения Ахмадулина. Теперь смотрим за попыткой реализации башкирской генерирующей компании. Ах, Валиахметов досадно тоже промахивается мимо ворот, но так эффектно он довольно-таки зашел с правой, не торопясь. Антон Сергеевич Матрёнин на ваших экранах. Пока по нолям обоих команд. И Матрёнин тоже не забрасывает Кикин. Вышел вперед и нивелировал эту атаку. Хасанов в раме. От БГК у нас выходит Наиль Габидуллин. Нету взятия ворот. Да что ж такое-то? Заколдовали как будто. По две попытки от каждой из команд. И пока ни одной заброшенной шайбы. Возможно, исправит эту ситуацию Агдам Евгильдин. Нет, даже Аглям не может на данный момент обыграть Сергея Кикина. Хисамудинов. Отличался Хисамудинов по ходу встречи и сейчас отличается еще раз. Денис Хисамудинов, нападающий команды БГК, демонстрирует нам свое мастерство. И что ж, празднует свою победу команда БГК. Состоялся первый исторический матч второго сезона башкирской хоккейной лиги, победителем из которой выходит башкирская генерирующая компания. Ну, как говорят, что серия бросков, да, как словно и в футболе, что по идее это как
карусель. Может и та, и другая команда здесь одержать победу после серии бросков. Уралец сегодня уступили, но ничего, сезон только начинается. Я думаю, все их лучшие победы еще впереди. Сейчас будет небольшая церемония, лучшие игроки матча. Врученные награды. Давайте посмотрим вместе. Я же с вами прощаюсь, дорогие друзья. Понаблюдайте за вручением подарков лучших игроков. Для торжественного вручения кубка победителю матча открытия приглашается заместитель министра спорта Республики Башкортостан Эльза Карамузина. Дякую. Прошу вас, пару слов. Спасибо большое за игру. Игра была эмоциональной, интересной, яркой. Поздравляем команду-победительницу. Просим команду, проигравшую, не отчаиваться. Впереди еще предстоят игры. Мы очень надеемся увидеть еще более эмоциональнее, еще более ярче игры. Спасибо. Мы просим капитана команды КК пройти для получения кубка матча открытия. Суеверный Игорек. Поздравляем команду КК с победой в матче открытия данного сезона Башкирской хоккейной лиги. Ура! Да, и слово капитану команды победительницы. Уважаемые друзья, я вас поздравляю с началом турнира, с такой азартной, бескомпромиссной сегодня борьбой. Классно получился матч, я предоставил удовольствие как и игрокам, так и зрителям. Да здравствует Башкирская хоккейная лига, да здравствует прекрасная игра хоккей. Ура! Поздравляю вас! И напоминаем, что следующая встреча команд Транснефти Урал Импресс в 18:15 на Малой арене. Увидимся в сезоне. Спасибо.